От гражданства Кыргызстана отказались 709 человек. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о приеме и выходе из гражданства Кыргызской республики, сообщила пресс-служба главы государства. По итогам обращения гражданства лишились 709 человек, 558 взрослых и 151 ребенок. О причинах выхода не сообщается. Одновременно кыргызское подданство получили 884 человека, 708 взрослых и 176 детей. Большинство новых граждан – этнические кыргызы, вернувшиеся на историческую родину. Атамбаеву предъявили иск на несколько миллионов из-за национальности. Гражданский активист Айдар Халиков подал заявление в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-главу ГРС Таирбека Сарпашева за то, что в биометрических паспортах нет графы «национальность». Истец требует с ответчиков за моральный ущерб 6 миллионов сомов. Об этом редакции «Вечерний Бишкек» сообщил его адвокат Шарабидин Тухтусунов. По его словам, Халиков подал заявление в Аламудунский районный суд Бишкека. Между тем, в ГРС Кыргызской республики, куда редакция так и обратилась за комментариями, пояснили, что активист обладает неверной информацией. Вся информация о человеке, в том числе и национальность, в биометрических паспортах находится в чипе, сообщили в ведомстве. Отметим, по данным СМИ, активист Айдар Халиков является уроженцем Узбекистана. В 2013 году по программе «Кайрылман» он с семьей переехал в Кыргызстан. Напомним, ранее политики Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Душеваев подали в суд на экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и телеканал «Апрель». Каждый из них требует по 6 миллионов сомов в качестве компенсации морального ущерба. Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом реконструкции автодороги Ош-Баткен-Исфана. Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 февраля, в рамках двухдневной рабочей поездки в Баткенскую и Джалалабадскую области ознакомился с ходом реконструкции автодороги Ош-Баткен-Исфана. Об этом сообщила пресс-служба президента. Министр транспорта и дорог Джанат Бишенов проинформировал, что на данном этапе завершены земляные работы. А также он сообщил, что принимаются конкретные меры для завершения запланированных строительных работ в установленные сроки.